Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня погадаем на вас и узнаем, что ждет вас в ближайшие 2-3 дня, что случится со дня на день. Если тема вам интересна, загадайте, пожалуйста, на себя. Подумайте о себе, назовите свое имя, так и спросите, что меня ждет в ближайшие 2-3 дня, что случится со дня на день. Я думаю, вы все настроились, все готовы. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Ну, кого-то ждут отношения. Работа над отношениями, возможность на создание отношений. Смотрите, здесь общая дорога для мужчины и для женщины. Высшие силы постараются создать вам такие вот условия, где вы сможете либо договориться, либо помириться, восстановить ваши отношения, либо действительно вот сойтись и быть вместе. Здесь и у мужчины будет огромное желание к женщине, да, вот чтобы с ней пообщаться, примириться, да, в чем-то даже, возможно, признаться. И женщина вот как-то смягчиться по отношению к мужчине, либо поборется со своими страхами. Ведь очень часто девушке сложно построить личную жизнь из-за страхов. Страхов неудач, страхов каких-то неприятностей. Там могут девочки один раз, да, на какого-то не очень хорошего мужчину нарваться, а потом всю жизнь бояться отношений. Здесь высшие силы создают вам такие вот прям, знаете, как арочки, да, мостики, чтобы вы смогли вопреки настроению, вопреки ситуации, все-таки со своим любимым человеком договориться, пообщаться, как-то романтично провести время. Либо познакомиться, сойтись с очень хорошим положительным человеком. Знаете, мои милые, здесь вот кто в семье, уже в семье, в семейных отношениях, вы еще как будто бы как-то очень хорошо проведете время не только вот с друг другом, но еще с детьми, если у вас есть детки, либо даже, может быть, с какими-то взрослыми родственниками, там, мамы, папы, бабушки. Вы не только вот эта гармония, мир, любовь, да, вокруг себя сеете, но вы еще делать что-то вместе будете, что-то важное, что-то нужное. И вот то, что приносит радость, дары и перспективу вот для всех. Как-то очень приятненько, так дружненько так объединитесь, поработаете, что-то сделаете, договоритесь, может быть, что-то даже придумаете. Дальше, мои милые. Что случится? Здесь у вас идет человек, который вам что-то несет. Несет он нечто, как бы, знаете, либо информация такая, которая может вам помочь, очень нужна вам эта информация, либо он несет какой-то вам предмет. Предмет, это может быть, ну, я не знаю, подарок, может быть, какой-то, может быть, в принципе, да, чем-то поделиться, либо на хранение вам даст, либо на то, чтобы вы попользовались этим предметом. Но это что-то хорошее, вот прям хорошее, и вы будете думать, кстати, брать, не брать, стоит, не стоит, там, получится, не получится. Берите, не обижайте этого человека, принимайте. Человек от души вам несет. Вот, ну, потому что любит вас, потому что в вас верит, может быть, помочь вам решил. Да? Вот по доброй воле вам человек вот принесет либо информацию, либо подарок. Дальше, мои хорошие, кто собрался в поездку, либо думает о какой-то поездке. Здесь какие-то могут быть сложности, связанные либо с финансами, либо с какими-то документами. Сейчас вы об этом не думаете, но я бы вам рекомендовала задаться этим вопросом и посмотреть, какие могут быть там узкие места, какие вопросы могут возникнуть. То есть я вам заранее даю гадание, чтобы вы могли, сфокусироваться, да, на своем плане, на предстоящем путешествии и вот немножечко
привести в порядок, да, либо документы ваши, может быть, какие-то вам нужны дополнительные документы, либо заранее там денежку снять, либо наоборот на карту положить, там, либо открыть карту, ну, какие-то нужно провести действия. Вот. У вас, знаете, как идет, что вот как последний момент вы об этом думаете. И вот начинается вот эта спешка, суета, переживания, стресс и прочее, прочее. Чтобы этого не случилось, озаботьтесь об этом заранее. И если вы кого-то будете отправлять в путешествие, либо в поездку, то же самое. Нужно вот две вещи, о которых вы не знаете, либо совершенно не думаете. Но они прям важные, они как, ну, как заноски такие две, да, могут быть. Вот прям неприятненько. Так, дальше идем, мои хорошие. Здесь мне очень нравится отношение детей к родителям. Но дети здесь либо взрослые, либо дети докажут, что они самостоятельные и взрослые. Вот от детей будет нечто приятное. То ли что-то сделают, то ли как-то себя проявят, может быть, поведение какое-то. Здесь вот действительно слезы радости на глазах от того, что мои детки, ну, они прекрасны, выросли замечательными людьми, либо растут замечательными людьми, какая-то даже гордость, вот приятно будет, кто-то ваших детей похвалит, и вам будет приятно там вдвойне, втройне. То есть какие-то вот хорошие события, связанные с детьми. Дальше, мои хорошие, родственники у нас вышли. Тут родственники, ну, с родственниками тут немножечко, знаете, ну, такое 50 на 50, потому что кто-то чем-то будет недоволен. Либо кому-то вы мало уделяете времени, либо такую претензию услышите в свой адрес. Не ругайтесь с этим человеком, доказывать, рассказывать, показывать – это бесполезно. В чем нуждается этот человек? В участии и во времени, да, временной ресурс нужен. То есть вам нужно как-то договориться, либо встречаться на постоянной основе, либо, может быть, созваниваться на постоянной основе. Здесь нужно проговорить, потому что человек, ну, молчит и обижается. А вы думаете, что такое такое кислое выражение лица? Вот. Оказывается, вот какая-то претензия есть. И, возможно, вы узнаете об этом не от этого человека, а от какого-то третьего лица. Да? Возможно, вот пожилой человек кому-то пожалуется на вас, значит, это лицо третье прибежит, скажет: а как же так? Как же так? Ты почему так себя ведешь? Почему поступаешь так плохо? Ну, вот такой момент может быть неприятный. Но все это можно порешать, и это надо решать. Обязательно надо решать. Вы почему-то об этом совсем не думаете. А вот претензия, она зреет. Дальше, мои хорошие. Здесь у меня человек нашел как будто бы какую-то золотую жилку. Особенно это касается тех, кто занимается собственным бизнесом, кто работает сам на себя, либо планирует заняться собственным бизнесом и работать сам на себя. Здесь, мои хорошие, тут у кого-то идея идет, чем я буду заниматься, что я буду делать. Вот прям осенит человека, и человек такой скажет: ого-го, подпрыгнет и побежит реализовывать свою идею. А те, кто уже занимается, здесь вам будет очень выгодное предложение. Прям, ну, действительно золотая жилка. Вот долби, копай, промывай, и будет у тебя много золота. Значит, мои хорошие, даже если у вас все в порядке, даже если у вас, ну, как солидная клиентская база, вы работаете и, как говорится, прям тьфу-тьфу, да, горе себе не знаете. Вот от этой жилки вам ни в коем случае отказываться нельзя. У вас как взаимозамещение, что ли, идет. Вот то, что вы сейчас найдете, либо то, что вам сейчас будут вот предлагать, это гораздо лучше, легче и перспективнее, чем то, чем вы занимаетесь. То есть, допустим, у вас своя работа, и вы работаете, пашете там по 12 часов в сутки. Конечно, вы задолбались, конечно, вы устали, но это ваша работа, вы ее делаете, вы довольны, да, довольны, потому что многие люди вообще работы не имеют. Вот, получаете какой-то определенный доход. В принципе, как можно сказать, ну, устаканилась жизнь. То, что идет в вашу жизнь, это, ну, в разы, это может быть в десятки раз превышает перспективы и возможности, чем то, чем вы занимаетесь. Допустим, вы работаете 12 часов сейчас, а в будущем вы будете работать там 5-4 часа всего лишь. Вы сейчас получаете там определенную сумму, там равную, ну, допустим, да, возьмем там 1000, да, 1000 условных единиц, а будете получать, может быть, 10 тысяч.
Вы будете работать меньше, получать вы будете больше, и жизнь ваша заиграет новыми красками. Вот эту жилку ни в коем случае не упускайте. Беритесь за это дело, вгрызайтесь, поверьте, результат будет просто потрясающий. Так, для тех, кто у меня думает, вот как поступить, менять работу, оставаться, переходить, переучиваться, что-то там переделывать, как-то переходить на новую должность. То есть какие-то мысли идут. Смотрите, однозначно. Вот в течение ближайших 2-3 дней ваша ситуация прояснится. Кто-то из вас получит действительно просто какое-то мега-суперское предложение. Ну, там без всяких вопросов, конечно же, вы перейдете и будете правы, так и нужно поступить. А кто-то из вас вот на том месте, где находится, вот тоже свою золотую жилочку найдет. Да? Какие-то могут быть изменения, кого-то сократят, кто-то сам уволится. Да? Вот как-то вот как шахматы, да, фигурки начнут двигаться, и вы вот выйдете немножечко вот как вперед. То есть у вас улучшения пойдут. Так что, мои хорошие, ну вот будьте внимательны, ушки на макушке, все слышим, все видим. И не забываем напрашиваться. Да, вот я особенно к скромным моим зрителям обращаюсь, которые такие скромненькие сидят и думают, ну я же хорошо, честно работаю, значит, там начальник же ценит, знает. Да, ценит, знает. Но ничего для вас делать не будет. Вы должны сами пойти и сказать, а вот я знаю, вот есть вакансия, да, либо освобождается место. И я считаю, что я вполне справлюсь и принесу много, скажем так, пользы предприятию, если я буду работать на этом месте. То есть можно пойти и напроситься. Это не стыдно, это нормально, это естественно. Не пропустите. Дальше, мои милые. Здесь мне очень не нравится. Здесь у вас какой-то путь, и там вот как какой-то истеричный человек, больше похожий на женщину. Какая-то истеричная женщина. То ли вы станете свидетелем какого-то скандала, то ли эта женщина спровоцирует какой-то скандал. Вы идете как все-таки участник, и придется, возможно, даже кого-то на место поставить, да, призвать к ответу, призвать к порядку, да, навести порядок. Не стесняйтесь в выражениях, что я могу сказать. Да, есть люди, в принципе, такие, да, придурковатые, истеричные, а есть люди, у которых проблемы могут быть. Да, и человек, в принципе, адекватный, да, тут проблемы навалились, ум за разум, да, и человека понесло. Здесь человека нужно какими-то очень, может быть, строгими вот такими словами вот призвать к ответу, либо успокоить человека. У вас, я вижу, получится. Вот прям... Конечно, оно неприятно, и да, какой-то осадочек останется, но тем не менее, эту ситуацию ее избежать невозможно. Кстати, может даже еще по соседству, да, вот соседка ваша может там с какими-то претензиями на кого-то налететь, либо на вас налететь, вот, и придется вот ее ставить на место. Дальше, мои милые, здесь у вас какое-то предложение идет, скорее всего, вы это предложение не примете. Предложение связано скорее с вашими, наверное, друзьями, либо родственниками, куда-то поехать, что-то там сделать, может быть, пикник, может быть, какое-то мероприятие. Вас куда-то будут звать, зазывать, но по каким-то причинам, то ли желания у вас нет, то ли вы слишком заняты будете, то ли личная жизнь у нас, да, вы откажетесь. И потом будете думать, там, обидятся на меня, не обидятся, что произойдет. А вы правильно сделаете. Вам на ближайшие 2-3 дня лучше никуда не ездить. Особенно вот если дело касается за город, либо куда-то на природу, в лес, да, вот какие-то такие места. Там какой-то большой риск травматизма идет. Причем травматизм, вот я не могу понять какой. Как? Что-то может укусить, либо кто-то может вас укусить, там рука распухнет, либо, не дай бог, нога. Да, вот это не перелом, это что-то, вот когда у человека вот как увеличивается, да, конечность, например, как укус какой-то идет, либо какая-то аллергическая реакция. Вот, так что избегайте. Вот в ближайшие 2-3 дня лучше избегайте загородных поездок и избегайте прогулок в лесу и там, где водятся всякие нехорошие насекомые, например, да, либо пыльца может быть какая-то, либо даже земноводные. То есть у вас вот именно какая-то реакция наступает.
Вот лучше избежать. Но опять же таки, да, там пчелы, осы, вот смотрим за этим, да, если что-то на улице пьете, кушаете, чтобы, не дай бог, понимаете, не дай бог, и за детками со своими смотрите, и за своими близкими, друзьями, вот кто рядом с вами. Проявите бдительность. Вот идет вот именно угроза вот такого характера. Так, дальше, мои хорошие, идем. По поводу денег. Ну, денег, честно скажу, нам особо тут не показали. Больше как показали разговоры о деньгах, разговоры о перспективах, может быть, какие-то даже обещания. Ну, кто-то получит из вас этот расчетный листочек, да, по которому, например, выдают зарплату, либо какие-то начисления пойдут, но вы пока еще на руки не получаете. Но готовитесь, конечно, к этому моменту, но пока не получаете. По поводу расходов. Ну, расходы у вас по большей части будут на дом и на себя. Возможно, будете покупать что-то для своих дорогих, близких людей, домочадцев. Обязательно вот что-то вкусненькое будете покупать. Вот желание, да, вот порадовать. Вот у вас эндорфины прут от любовной тематики, вот у вас будет желание порадовать своих близких. Ну и, конечно же, будете покупать для себя. Ну как, надо себя украшать, надо себя красивенько так упаковать. Ну и нормально пойдете, купите. Причем хорошо проведете время, выгодно и с пользой. И, как знаете, вот настроение у вас от этих покупок, да, оно и так у вас хорошее, прям тьфу-тьфу, да, оно еще и улучшается. Так, еще, мои милые, кто-то ждет очень важного звоночка, либо какого-то важного письмеца, какую-то информацию вы ждете, а информация как будто бы запаздывает. Вы, конечно, переживаете, может, даже раздражаетесь, вы понять не можете, что происходит, почему так происходит. Смотрите, в том, что информация не доходит, в том, что, например, письмо там не приходит, или извещение, приглашение, вот чего вы ждете. В этом какой-то конкретный человек не виноват. Там как будто бы система такая, понимаете, вот вы столкнулись с работой какой-то определенной системы, которая работает, ну, скажем так, не быстро, либо неэффективно. То, что вы ждете, придет, но придет, скорее всего, уже как новой неделей. Новая неделя вот у вас начинается, где-то там понедельник, вторник, к вам то, что вы ждете, обязательно придет. Вот. Не нервничайте, не переживайте. То есть там уже как в пути, да, но где-то вот задержалась, в ожидании находится, да, вот это ваше письмо, либо информация. Дальше, мои хорошие. Кому-то идут очень приятные, то ли поездка какая-то приятная, как удовольствие вы получаете. Вы куда-то либо с кем-то едете, возможно, на автомобиле, и получаете какое-то удовольствие. Удовольствие будет от разговора и отношения к вам. Вот как человек к вам относится, ну, как на вас смотрит, каким тоном с вами разговаривает. То есть, да, какой-то очень приятный разговор, может быть, он и ни о чем, но вам будет очень приятно. Вот время хорошо проведете. Так, еще. Вот не совсем непонятно, да, но у вас какое-то извещение, что ли, идет, извещение, либо какое-то предупреждение, может быть. Отнеситесь внимательно к тому, что вам идет. Вот предупреждают вас, что ли, либо оповещают о чем-то. Это прям в центре у нас этот колокольчик, видите, вышел. И здесь, мои хорошие, вот если вы слышите это предупреждение, извещение, следуйте рекомендациям. Да? Если вам говорят, что нужно сделать то, делайте, куда-то уйти, что-то, там, не знаю, приобрести, либо наоборот не приобретать, там, посидеть, подождать, не выходить, делайте, вот реагируйте. Ну, ситуации разные могут быть, понимаете, тревога может быть пожарная тревога, воздушная тревога. Но здесь очень важно вам будет максимально быстро отреагировать на это оповещение и извещение. Максимально быстро. Вот насколько у вас хватит запаса вот скорости вашей, вот настолько вы должны реагировать. И люди, которые в этот момент будут рядом с вами, вы должны их всех тоже сагитировать и с собой, ну вот, скажем так, в безопасное место отвести, либо вывести, наоборот, всех на улицу. Вот здесь нам не показали, и я ковырять это не хочу. Я это лучше запечатаю, но я вас предупредила. Слушайте, прислушивайтесь и не игнорьте вот эти оповещения и извещения, чего бы они ни касались. Если поигнорите, пожалеете.
А если поступите так, как нужно, положено, все замечательно будет. Мои хорошие, дни у вас идут интересные, насыщенные, любовной тематикой окрашенные. Ну и, конечно же, придется немножечко, знаете, как ситуацию периодически брать в свои руки. И не упустить ни одного шанса, который будет вам дан или послан. Все будет замечательно. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.